Это было 14 января, недалеко от населенного пункта Кременная. Я не знала, что он там. Настоящий друг был. Таких друзей нету больше, я так могу вам сказать. Во мне башкирское, это отец. Родил меня башкиром, сам он башкир, вот так вот. Пошло нас 12 человек. Алмаз был старшиной, то есть сержантом, можно сказать, да, боевым. И он пошел вообще, по идее, нам на помощь прикрывать нас. То есть он не должен был вообще, по идее, туда идти. Когда мы начали заходить в эту лесопосадку, получается, там через дорогу, мы заходили буквой «Г». Алмаз, он первый заметил продвижение группы противника и принял бой на себя. Просто слышал, что закричали 300, есть понятие 300, это раненый. И по цепочке начали передавать кто, сказали Алмаз, он продолжал, помню, вести бой. И его уже на эвакуацию понесли уже, когда уже, то есть прекратился бой, уже начало расцветать. По нам, получается, с 5 сторон велся огонь противника. Превосходящих сил это были и РПГ, выстрела гранатомета, и автомат, и пулемет, и миномет. Это были ребята, которые были новобранцы, может быть, Алмаз Сафин до конца вот вел бой свой, да, то есть не отступил, там, не эвакуировался и так далее, понимая то, что, может быть, мы бы и погибли серьезно, если бы он не прикрыл бы нас, так скажем. Разведка рулит. Это лучшая работа в мире. Эта песня вовсе не про тех ребят, что по трусости от армии косят и не знают, что такое автомат, лишь трясутся, глядя на военкомат. Это песня про нормальных пацанов, что по призыву покинули свой кров, чтоб уметь в руках оружие держать и готовым быть отчизну защищать. Наша служба и опасна, и трудна, и нужна она, когда идет война. Если мирный день опять пропах бедой, мы хоть где задачу выполним с тобой, ведь задач невыполнимых просто нет, потому что здесь спецназ, а не балет. Хоть и слабенько умеем танцевать, но зато нас научили воевать. Пора нам домой, спецназ, прощай, тревогам отбой. Солдат молодой, в последний раз ворота открой. 2 года прошло, прощаться пора с бригадой родной. Берет голубой, как и все до нас, везем на память с собой. Опять прыжок, опять кольцо в руках, мерцает белый купол в облаках. Кто парашют не видел никогда, тот будет нам завидовать всегда. А если форму ты не надевал, то ничего ты в жизни не видал. Вот это, да, это место. Здесь будет установлен памятник Алмазу. Место уже подготовили. Открытие запланировано на 23 февраля. Мы находимся в учебном корпусе, где личный состав учебного центра изучает теоретическую часть. Сейчас мы проходим в класс инженерной подготовки, где непосредственно Алмаз Сафин проводил занятия с личным составом. Очень надежным человеком был. Никогда не подводил. У Алмаза есть друг, Рамиль, из Казани. Они вместе срочную службу служили в Бердске. Они дальше вместе в училище. И лучше не придумаешь, чем дружба башкира и татарин. Они друг друга обожали. Рамиль очень жалел, что он
при жизни Алмаза не смог приехать в Башкирию. Сейчас вернуть момент вот этот из жизни, да, вот вырвать, была бы такая возможность, и показать ему, как все произошло, и сказать, вот смотри, есть выбор, выбери путь другой. Потому что, видишь, тут какой конец. Я думаю, скорее всего, с его характером, он бы сказал, да нет, оставим все так, нормально. Ключом била из него энергия эта. Никогда не уставал, как будто никогда не спал. Верным всему был, работе, детям, жене. Работу очень сильно любил. И эта энергетика даже вот у него, которая была, она даже передавалась бойцам, наверное. Все пытались быть похожими на него. Алмаз Сафи настолько был уважаемым старшиной и командиром именно в наших глазах, так скажем, обычных солдат, что у каждого был шеврон, отдельный отряд башкира, и у него был шеврон башкир, чтобы все понимали, откуда, с какого подразделения все были ребята. На самом деле он создал свой образ, потому что он подыгрывал. Вот он что-то делал, он всегда добавлял слово. Алмаз, башкир. И у многих сложился этот новый образ на примере Алмаза. Они смотрели на него, то есть, потому что постоянно при каком-то действии он говорил, то есть смотри, как спецназ делает, смотри, как башкир умеет. Учись, запоминай. Все здесь. Кнут. Серега, Алмаз. Мужики, ненавидел. Башкир, мужики. Лютый. Лютый, лютый. Богдан. Слесарь. Илюха. Пулемет. Вот он, шахтер. Диман малой. Ванек. Я не помню, конечно, откуда вот это пошло, но почему-то для меня это, наверное, башкир больше состояние души. Я тоже считаю, что хотя бы наполовину, да, у нас мама татарка, папа башкирин, и я считаю, что я тоже башкирка. Сагаша буйынса Сафиндар олар Ибрай ауылынан 1735-37 елларда ең алда Ибрай қарт келіп орынлаша бүргенден. Оның легендаға бойынша башқұрт егеті үйленуге тиіс бола. Үйленуге вақытта бірisi түнді батша вәкілі өткерге тиіс бола. Ол өзінің келесінің намысын сақлап, шо батша вәкілін оқ менен атып өтіре. Карательный экспедиция келген вақытта өт туған елдерін ташлап сығып кеттерге мәжбүр болған. Шонан 100 елдан фарман бұйрық болған керек қайтырға, қайтмай шында яшап, шында тұрып қалған біз. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть скоро, дай огня. Встретились мы около школы, летом, теплый день. Он на автомобиле остановился, вышел ко мне так, любя. По сыновья обнял, спросил, как дела, что хорошо выгляжу. Ну, был очень удивлен и очень рад, что я работаю также в этой школе и также веду уроки музыки, обучаю ребят. Сафин Алмаз Минигалевич – спортсмен и отличник. Он был военным, у него есть медаль. Он наш герой. В архиве хранится документация, где есть личные данные Алмаза. Дата рождения 4/10/85. Мама Гузель Ахметовна. Отец Минигалей Мурзаевич.
как учитель географии, в руках я несу всегда атласы, карты, глобусы, иногда вот так поднимаюсь по лесенке. Дети бегут, здороваются, как бы даже не оглядываются. Он никогда не проходил мимо, он говорит: Эльмира Мисаловна, давайте я вам помогу, давайте вам донесу. Это было так приятно, то, что вот человек, да, который никогда не проходит мимо, вообще очень воспитанный. Есть дети, которые для родителей учатся, есть дети, которые не хотят учиться. Он пришел учиться. Это первоклассники. Мы группой пришли все к памятнику «Вечный огонь». У нас есть около школы. Возлагаем цветы и, конечно, на память фотографируемся. Вот в нижнем ряду, второй справа, Алмаз стоит. Очень скромный мальчик. Родители и окружение, они воспитали в нас то, что армия — это престижно. И, то есть, военный человек — это всегда... На него стоит равняться, им стоит восхищаться. В армию уже уходил, когда уже о ВДВ мечтал. Он пойдет именно туда. Но потом пошел в спецназ. Ну, он считал это лучше. Храбрый, смелый. Ничего не боялся. Прорвемся, говорил он. Мы находились, получается, на Арбатской косе со стороны Херсонской области. Песня эта была записана там, да, в студию ездили. И была еще одна песня, которую сочиняли совместно, получается, мой двоюродный брат и Сафин Алмаз. Это песня 237-й полк штурмовой, есть такая песня. Флаг ВДВ, флаг ВДВ. За синее небо, золотые поля, высокие горы, густые леса. За дом и Россию, за сына и дочь, отдам все, что есть, бесноватые прочь. Стала гимном не то, что даже нашего батальона, роты, там, взвода, она стала гимном именно полка. И это очень стала известная песня, то есть сейчас в данный момент. Хотела, чтобы он был военным. Я говорю, найдешь себя в жизни, потому что здесь ни работы нету. И вот он приехал на побывку, он же уже с Настей тоже знаком был. Алена, привет! Привет, как у тебя дела? Нормально, все хорошо, а у тебя как? Да ничего, у тебя учеба как была? Да, все хорошо. Одни четверки, пятерки. Стараюсь. Ой, молодец, какой ты молодец. Я тебя обожаю. И я тебя обожаю, Наны. Приезжай, ладно? Обещаю, приеду. Ладно тогда. Давай, Наны, пока, люблю тебя. Давай, пока. Я тебя тоже люблю. Береги себя, ладно? И ты себя береги, Наны. Тимурик обликом своим, телосложением копия отец. Также спит, также кушает, также вот все, и мимика лица, все же похоже, вы же сами видите. Упертый, как танк прет, если что-то он захотел. Но, знаете, Алмаз всегда тоже был как бы ласковый. И Тимур это. То есть он всегда придет или провожает, он поцелует обязательно, то есть обнимет. Каждую призывную кампанию приезжал за новобранцами в наш республиканский сборный пункт, военкомат. И он мне всегда позвонит и говорит, вот поезд такой-то, время такое-то. Он говорит, только не торопись, можешь на полчаса опоздать. И я наблюдал на вокзале такую картину. Когда Алмаз вышел из вагона, все громко кричали, приветствовали его. И они друг друга расталкивали, чтобы первым его обнять. Я уже стоял в сторонке с энергетикой, то, что я сейчас встречу брата, она уже уходила на нет, и в конце концов брат поворачивался и говорил, ну что, братишка, говорит, дождался?
Он говорит, вот тебе сумку, говорит, держи, налегке не ходи. И потом оборачивался он к своим ребятам и говорил, ну, говорит, классно у вас был старшина. Они все хором отвечали, так точно. Но он им там фору никому не давал, как он рассказывал. Чтобы в районе больше было тех ребят, которые отслужили в элитных войсках. Он как бы, чтобы наш район был всегда, он такой был патриотичный район свой. Новое пополнение, которое привозил Алмаз Сафин, он требовательно очень отбирал. Все были физически развиты очень хорошо. Ну и впоследствии с ними было удобно работать. Он по-своему неординарно мыслил и выполнял задачи не так, как все. Мог все это сделать гораздо быстрее, ну и любыми способами он достигал целей своих. Заложили вот такую липовую аллею в 2017 году в память тех выпускников, которые не вернулись с военных локальных конфликтов. И на первом месте у нас стенд, посвященный Сафину Алмазу, герою России, который был наш выпускник, обучался в нашем колледже с 2020 по 2022 год. Но я сам хотел поступить на автомеханика, а так еще выдалось то, что и отец там же в колледже был. Ну, и вот так получилось. На этой экспозиции мы видим с вами бушлат, который носил герой, и предоставил нам его друг Демин Сергей. Мы даже нашли фотографию, где конкретно именно в этом бушлате находится Сафин Алмаз. У нас было, на самом деле, очень хорошее взаимодействие. Алмаз всегда чему-то нас учил. За что ему большое спасибо, что когда человек говорит, что он не может, он просто не хочет. И Алмаз сделал так, что ты начинал это хотеть. Сделать это. Он объяснял, он рассказывал, показывал, как это правильно, то есть делать. И именно с каждым отдельно занимался всегда. Ну, как отец, к сынам Ямон относился к ним. У него очень много было духа. К нему даже вот подходишь, от него прямо аж веет вот им. То есть такой вот сильный человек был он. Улыбаемся. Папа! Папа! Это очень тяжело. Сказать своим детям о том, что папы больше нет, того папы, который подарил нам прекрасную жизнь. Я знала, что меня никогда никто не обидит. Потому что вот он меня может поругать, но если кто-то где-то мне что-то плохо сказал, никогда в обиду бы не дал. Никогда в жизни. Это я военная? Нет, ты не военная. Я военная. Это я. Это не альбом, это история героя. Герой, я хочу сказать, что он не только сейчас, да, но и при жизни был. Насколько он любил этот альбом, показывает всем. И кто друзья приезжают, они постоянно этот альбом смеются, все вспоминают, как прошли эти 2 года у них. Для него этот альбом был какой-то частью жизни. Сейчас дети рассматривают. Много кого знаем. Очень любил физические нагрузки. Он у нас вообще, в принципе, очень всегда отличался и любил отличаться. Если кто-то что-то делает, ему нужно это сделать лучше.
И я все время говорила, Алмаз, он крепкий, он такой умный, красивый, спортивный должен быть. Ну, на самом деле он такой был, он ласковый, он такой был. Ну, это же вот ураган. Попробуй успокоить его еще надо. Вот есть первая категория, вторая, третья, там, ну, от возраста. Вот он все сдавал по первой категории, это как самые молодые, там, если не ошибаюсь, до 25 лет первая категория идет. После 25 до 30 это вторая, с 30 уже третья. Вот он по первой всю категорию сдавал. Кто такой Сафин поначалу, только начинали? Почему он всеми командует? Кто это такой вообще? Рядовой? Рядовой был, а как командир бригады себя вел, то есть его слушались все вообще. От рядового там до офицеров, можно сказать, авторитетом пользовался. Там. Ну и вот потом уже просто ему сказали, ну ты выполняешь руководящие задачи там все, то есть тебе нужно звание по-любому, то есть не может рядовой ходить, всем указания давать, тебе нужно погоны какие-то повесить. И получилось так, за буквально там за 2 недели, наверное, там с рядового до старшего сержанта, по-моему, да? До старшины. Когда я рожала, получается, меня уже в родовую отвели, а он не мог дозвониться, и мама не могла дозвониться. Так он за 15 минут, я не знаю, сколько он там лежал, он долетел до роддома, и в тот момент, когда он залетает в роддом и требует, чтобы сообщили, что со мной случилось, я рожаю в этот момент сына. Вот у меня родился сын, он мне узнал, вернее, и звонит. Так, братишка, сегодня, говорит, я еду на прыжки. Они же совершают прыжки, десантники. Поздравляем твоего сына еще раз с рождением, как говорится, тебя с рождением сына. Всех благ ему, здоровья, счастья. Мы сегодня совершаем прыжки. В честь него сейчас буду совершать прыжок. Пускай этот день ему запомнится надолго. Обнял. Сейчас еще братуха заснимет, как я буду выходить, вот самый первый. Заснимешь, хорошо? Конечно, заснимешь. Все, брат, давай. Было всего 2 прыжка. Это вот он меня поздравлял с моим юбилеем на 30 лет. И был прыжок, когда Карина родилась. Не с первого дубля снимал, он полез 2-й раз. А это была зима. У нас дочка родилась 17.01.17. Вот так вот плаваешь. Ой, это ты. Такая, вот такая. Вот в садик ходил он у меня, в садик. Я их провожу до шоссейки. Вот он не дойдет до садика к положенному времени на завтрак. Он идет с другом. В парк идет, через парк только доходил до часам к 11 в садик. Мы бегали, мы хулиганили все время. Воспитательница меня поймает и меня ругает. Алмаза не ругает. Я к воспитательнице подхожу, а почему вы его не ругаете? Ну, он говорит, такой, говорит, какой-то, говорит, ну, не такой, он необычный человек, говорю. Дрался очень в садике, конечно, не больно это. Жаловались на его поведение. Я все время говорила, нельзя девочек обижать, нельзя. Нельзя слабых обижать, я ему говорила. Если ты хочешь обидеть его, со старшими ты сначала поделись, а потом поймешь, как это, каково ты, силу тебя хватило на маленьких. А если тебя побьют постарше, ты же тоже ведь этих маленьких обидишь. Больно же. Ну, как-то так я ему объясняла. Хотя, когда они маленькие были, у меня постоянно они в углу стояли. Вот проказничество, да, сразу в угол. Их отец ставил. А я им пример показывала. 3 стоят, я встану и говорю: пап, прости меня, пожалуйста, я больше так не буду. Я вот до сих пор помню, когда Алмаз поджег баню, папа его наказал, но не было отдельной комнаты, его закрыть где-то, да? И его ремешком за ногу, и вот к кровати привязали, чтобы он не уходил далеко. Я не знаю, передается вообще это в крови или нет, шкодничество, но вот Карина младшая, она тоже такая прям.
характер точно такой же буйный, пакостная, вот она вся. И у нее очень быстрая реакция, как у Алмаза. Если ее обидели, она очень быстро отпор даст, очень быстро. Милена, она как я, более такая мягкого склада. Но похоже, как говорит даже в семье в Башкирии, Милена, она как маленький алмаз растет. А Карина, она родилась уже алмазом, то есть уже все, взрослый алмаз на лице. Я рада, что у него дети такие вот прям похожие и все время хотят сюда, они рвутся. Мне кажется, рвутся они сюда, постоянно приезжают. Отсюда вот и в этот раз никак мы не поедем. Не, мы не поедем. Наверное, мы у тебя останемся. Вместо всех санаторий, вместо всего именно Башкирию. В мае уже уедут в конце. Да, то мои красавцы все. Он сюда приехал, когда за девчонками, он уже знал, что он туда пойдет. Это я потом узнала, что все знали, а я одна не знала. Я не знала. Он же поехал на могилки, ко всем попрощался со всеми. Был у всех своих предков могила. Он поехал к дяде, там прощался со всеми. Может, знал. Последний день, я помню, Даши не было, а я за рулем не сидела 2 года, он меня посадил за руль и говорит: мам, я хочу попрощаться. Вот он в каждом доме останавливался, пил, кушал, я сижу рядом. Он мне строго-настрого запретил кому-либо говорить вообще о том, что он собирается. Оказывается, что 4 раза, вот я сегодня в документах нашла, ему рвали вообще эти заявления. И только на 5-й раз ему подписали то, потому что он сказал: я тогда уволюсь. Я патриот, я поеду за страну. Вот. Мама говорит: ты туда не ходи. Он говорит: нет, мам, я туда не пойду. Да меня и не возьмут. Я думаю, он меня не наврет. Не пойдет, значит. В основном все было в записях. Как дела? Я говорю: нормально. Там никто ничего не знает. Я говорю: не. Так коротко все. Что с мамой? Я говорю: все нормально. Все время вот делал так, чтобы меня ничем не огорчить, ничего мне не говорить такое, чтобы я расстроилась. Вот. Он меня берег, конечно. 13 числа я прям плачу весь день, не могу, вот прям плохо. С обеда он мне начинает звонить. Минута где-то около 150-200 рублей стоила на тот момент. Очень дорого. И он мне звонит, дозванивается, я говорю: что случилось? Он даже говорит: так, душа, говорит, сегодня болит. Я говорю: дети, точно нормально, ты ничего не скрываешь? Я говорю: ничего не скрываю, все у нас хорошо. Он все-таки позвонил детям, дети говорят: да все у нас хорошо. Он опять перезвонит мне, говорит: не могу понять, говорит, как будто что-то предчувствую. Всегда, наверное, остается что-то такое недосказанное. Слова, которые: береги себя, думай о нас, там, люблю тебя. Такой был смелый. Он разве думал о вот этих словах «побереги себя»? Он не поберег. Без этой фотографии она мне напоминает о нем. Я уже чувствую, что он рядом со мной стоит, просто я лежу в комнате. Я что-то задумалась и почему-то начала разговаривать, будто кто-то со мной сидит на кровати. Я просто такая обсуждаю. Я говорила, что там, как у тебя дела, как ты там, почему так случилось.
И мне прям чувствую, что он мне отвечает, но я не понимала, неразборчиво как-то было. Милена у нас очень долго не разговаривала. Она приняла эту информацию. Она услышала и пошла играть. Просто ушла играть. После этого через 2 дня она замолчала. Просто замолчала. А Карина, мне кажется, она не воспринимает эту информацию пока. Получается, его проводил в 20-х числах сентября. И в январе, получается, я его съездил, забрал. Домой привез к матери. Глава администрации позвонил нам, родственникам, и попросил обсудить вопрос о том, согласны ли родственники Алмаза Сафина, чтобы формировался батальон имени Алмаза Сафина в нашей республике, так как боевое братство Альшеевского района вышли с предложением. Мы, родственники, все собрались, обсудили и приняли за честь, так как действительно Алмаз – это настоящий воин. Батальон был сформирован. Сейчас он находится в зоне СВО. Бойцы батальона Алмаза Сафина с нами на связи, выходят. Нам, конечно, радостно, мы поддерживаем. У него и желания не было никуда уходить, скорее всего. Он там до последнего. Как лев. Ну, он такой человек был. Да. Я думаю, что он характер просто не позволил бы, да, поступить по-другому, скорее всего. Вот все. Может быть, если бы там был другой командир, может быть, и развернулись бы. Не отступил бы, это точно. Хотя там уже предлагали же отступать. Может быть, благодаря ему 12 человек, которые зашли, они остались живы. Будь там раненые, контуженные, кто-то, кто как, но все остались живы на тот момент именно. Все, что сейчас я знаю, умею в плане ведения военных действий боевых, чему я учу сейчас солдат-срочников, это всему меня научил Алмаз Сафин. То есть благодаря ему сейчас я учу другие поколения ребят, которые, возможно, может быть, отправятся на войну. Сейчас только начинается внедрение опыта СВО. Вот. Учебники все сейчас пересматриваются. И подвиг Алмаза, я так думаю, будет описан в этих учебниках. Товарищ полковник, личный состав училища по случаю открытия бюста Героя Российской Федерации старшине Сафину построен. Военнослужащий учебного центра подготовки младших специалистов, участник боевых действий в Сирии, который принял решение об участии в специальной военной операции, командуя разведывательным взводом, старшина Сафин ценой своей жизни сорвал попытку наступления вооруженных сил Украины на станицу Кременную. Бюст Героя Российской Федерации старшины Сафина открыть. Знаете, я вот всегда
рассуждаю, если бы он вернулся живым, со звездой, я бы также встретил бы его на вокзале, и каждый раз я стоял в сторонке. В этот раз я бы, наверное, растолкал его всех солдат.